В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. За ликвидацию последствий паводка в Якутии министры понесут персональную ответственность. Премьер Владимир Солодов потребовал до зимы завершить все работы. Газопровод «Сила Сибири» в Алданском районе отодвинули из-за обнаружения апатитов и рудного золота. Ситуация вокруг банка Татта. Наши корреспонденты пообщались с вкладчиками, с теми, кто стоит на защите интересов предпринимателей. Нашествие медведей в Нерингре. Диких животных, которые вышли в город, принято решение уничтожать. В Якутск прибыл легендарный Виктор Ан. Шестикратный олимпийский чемпион проводит мастер-классы для школьников. Дмитрий Медведев назначил якутянина Валерия Максимова новым торговым представителем России в Канаде. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Напомним, что Валерий Максимов долгое время работал в правительстве Якутии, занимал должности министра экономики, министра внешних связей, был советником главы Якутии. Он родился в Якутии в 1976 году в селе Бердигистях Горного Улуса. 30% иностранных инвестиций, поступающих в Россию, приходятся на Дальний Восток. В Петропавловске-Камчатском завершилось заседание Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе с участием глав регионов. Якутию представлял руководитель региона Айсен Николаев. По словам Трутнева, бизнес, работающий на территории округа, жалуется на работу подразделений Федеральной налоговой службы. Он пригласил представителей ведомства на Восточный экономический форум, где они смогут объяснить предпринимателям причины такого давления и поделиться планами по исправлению ситуации. Трутнев добавил, что попросит объясниться и другие ведомства, с которыми бизнесу работать некомфортно. При этом полпред отметил, что 30% всех иностранных инвестиций, которые поступают в Россию, приходятся именно на Дальний Восток. И это показывает, что инвестиционный климат в макрорегионе улучшается. Самое главное все-таки при любой системе оценки, самую главную итоговую оценку, как выглядит инвестиционный климат на территории, ставит бизнес. Приходя и рискуя своими деньгами. Сегодня на Дальний Восток приходит 30% прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России. Это большие показатели, это значит, что инвестиционный климат на Дальнем Востоке улучшается. Мы будем добиваться того, чтобы он улучшался еще динамичнее и добиваться выполнения поставленной президентом России задачи. Все наши регионы должны быть в верхней части рейтинга. Якутия должна быть лидером не только на Дальнем Востоке, но и в России. В этом уверен руководитель региона Айсен Николаев. Об этом он сказал в интервью нашему телеканалу. Республика готова к прорыву. Перед правительством, органами управления и крупнейшими корпорациями Николаев ставит конкретные и перспективные задачи. При этом руководитель региона отметил, что для их реализации Якутия обладает всеми ресурсами – природными, техническими, научными и человеческими. Мы должны быть лидерами в России. Но лидерами для чего мы должны быть? Для того, чтобы люди здесь жили богато и счастливо. Вы знаете, это мне крайне не нравится, то, что, обладая вот такими огромными ресурсами, мы живем, даже не как середнячки, мы где-то там в 50-х, 60-х местах. Вот этого не должно быть. Якутия достойна жить гораздо лучше, и все ее районы достойны жить гораздо лучше, чем мы живем сегодня. Полную версию интервью с исполняющим обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым зрители нашего телеканала смогут увидеть сразу после нашего выпуска новостей. Продолжаем. За каждым пострадавшим от наводнения районом закрепили представители министерств, и каждый несет персональную ответственность за ход восстановительных работ. Об этом сказал исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов по итогам совещания с министерствами и ведомственными по вопросам ликвидации последствий паводка. Ответственность за районы, которые особенно сильно пострадали от стихии, несут сразу несколько представителей правительства. Солодов отметил, что приоритетным направлением сейчас является восстановление объектов многоквартирного жилого фонда. Большое количество таких домов находится в Среднеколымске и Верхнеколымском районах, где завоз материалов затруднен сложной транспортной логистикой. Однако до зимы все работы должны быть завершены.
Ход аварийно-восстановительных работ непростая задача с учетом северного расположения, с учетом достаточно большого количества разрушений, которые были осуществлены. Особенное внимание будем уделять восстановлению многоквартирных домов в Верхнеколымском и Среднеколымском районах. Достаточно большое количество пострадало, 69 и 29 домов соответственно. Для того, чтобы быть уверенными в ходе работ строительных, за каждым районом закреплен представитель от правительства Республики Саха-Якутия, от профильных министерств, который головой отвечает за ход всех работ. Газопровод «Сила Сибири» в Алданском районе отодвинули из-за обнаружения апатитов и рудного золота. Строителям пришлось переложить его в другом месте, сообщает Интерфакс. Отметим, что аналогичным образом трассу пришлось сместить после обнаружения еще одной находки – Эвенкийского кладбища. Погребальное сооружение построено над землей на опорах деревьях. Пришлось выполнить перетрассировку, прорубить полосу отвода по касательной к захоронению, из уважения к верованиям эвенков даже пригласить местного шамана, чтобы тот задобрил чуть было не потревоженных древних духов, пишет корпоративное издание компании «Стройгазконсалтинг», ответственное за стройку от Алекминска до Алдана. Полсотни студенческих отрядов помогут в строительстве объектов на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. 900 бойцов стройотрядов со всей страны станут частью всероссийского студенческой стройки «Север» в Ленском районе. Проект реализуется по указу президента России. Объекты инфраструктуры появятся на территории ресурсной базы магистрального газопровода «Сила Сибири». Старт стройки «Север» намечен на 8 июля. Пробная перепись населения в Якутии пройдет по новым правилам. Согласно новшеству, процедуру можно будет пройти через интернет-портал госуслуг. Это должно в разы уменьшить затраты на проведение переписи и сделать ее эффективнее. Опробовать новую процедуру планируют в октябре в 2 этапа. В начале месяца все якутяне заполнят специальные формы через интернет, а на втором этапе до конца октября проведут обход жителей в Хангаласском районе. Пробная перепись проводится всегда накануне большой основной переписи с целью, это, как можно сказать, репетиция, с целью опробовать методологические положения, технологические положения. В результате этого будет получена информация, насколько возможно будет при проведении большой переписи 2020 года оптимизировать расходы, затраты в количестве привлекаемого персонала, финансовые затраты и даже по времени проведения, по периоду, по продолжительности проведения самой переписи. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг банка Татта. На протяжении нескольких дней Якутск будоражила информация, что банк обанкротился, и обеспокоенные клиенты ринулись в офисы. Руководство банка застать на месте не удается. Сотрудники в операционных залах консультируют клиентов. Подробности в материале Ланы Ильиной. Очередь, как мавзолей, грустно шутят клиенты банка Татта. 2 дня не могут снять деньги со своих счетов. Накануне ограничили выдачу наличных, максимум 30 тысяч рублей на человека. Сегодня и этого нет. Паника среди вкладчиков и владельцев счетов усилилась. Непонятно какая-то ситуация, говорят, по слухам, если ориентироваться, говорят, что там руководство что-то уволилось. Записываются, говорят, дают наличными. Но это все говорят, я точно сказать ничего не могу. У Светланы Михайловой шок. В банк ходит как на работу. Бесконечно оббивает порог финансовой организации. Без результата. Клиентом банк Татта является многие годы. Деньги я вкладывала в банк Татта. И сегодня вдруг нечаянно, вчера вот совершенно узнала, что денег нет пока. Все это под вопросом. Мне это очень неприятно. Масло в огонь подливали сотрудники банка Татта. Ответ на многочисленные вопросы клиентов был один. А какая-нибудь официальная информация есть? Нет. Вообще нет? У нас нет информации. Среди клиентов множество представителей малого и среднего бизнеса. Для них выдаваемый лимит 30 тысяч рублей – это капля в море. Деньги предприятия лежат, конечно, на счету. Ни предупреждений, ничего не было. Вот такие дела. Все мое ИП на этом счете. Поэтому, конечно, это не очень хорошо для меня, как для индивидуального предпринимателя. Сейчас 2 варианта – ждать или писать письма. Готовы подготовить письмо обращения в адрес Управления Федеральной налоговой службы, в трудовую инспекцию о том, что
в связи с сложившейся ситуацией, чтобы приняли к сведению. На официальном сайте банка Татта о причине чрезвычайной ситуации ни слова, лишь короткое сообщение от 3 июля. Банк Татта временно не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей во вклады. Открытие и ведение банковских счетов физлиц и индивидуальных предпринимателей временно не ведется. Сотрудники банка после двухдневной обороны, видимо, сдались. От клиентов и держателей счетов уже ничего не скрывают. На данный момент банк готовится к закрытию, поэтому средств пока в кассе нету и выдача невозможна. Вмешаться в ситуацию решило региональное правительство и Национальный банк Якутии. Пригласили представителя банка Татта. Только он решил не приходить. Видимо, нечего сказать. По некоторым данным, руководитель организации сейчас находится в Москве. Наверное, решил уехать подальше от недовольных клиентов. Лана Ильина, Джулус Иннокентьев, Якутск. В городе Якутске продолжаются плановые работы по ремонту дорожной сети столицы региона. Так, в этом сезоне будет отремонтировано около 4 километров дорог. Основные работы приходятся на летний период. Сейчас начались работы на участке Хатын-Урякского шоссе. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Ремонтные работы на участке от Хатын-Урякского шоссе до улицы Курнатовского начались с этого месяца. На сегодня подрядной организацией СУ-888 ведутся работы по установке бордюров и отсыпке дорожного полотна. В принципе, на сегодня заканчивается возведение земполотна. После этого уже основание под дорожную одежду, под асфальтобетонное покрытие. В бригаде человек 20. Как звенья у нас получается. Бригада рада жаркой погоде. Дни без осадков помогут не отставать от графика. Главное, чтобы дождя не было. Да, дождь мешает большую часть, он нарушает покрытие полотна. Участок дороги расширять не будут, он останется двухполосным. Цель номер один – благоустройство и реконструкция. Рабочие снимают верхний слой асфальта, обустраивают бордюрные камни, выравнивает контуры тротуаров. Завершить ремонт собираются к началу сентября. Отставаний по графику нет. Работы идут в нормальном темпе. В этом году на ремонт и капитальные работы на дорогах Якутска потратят 350 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета. В данную сумму также входит окончание работ по улице Автодорожная, также капитальный ремонт Бестужево-Марлинского на участке от улицы Кальвица до Очиченко. И третий большой участок – это у нас улица Чайковского на участке от Вилюйского тракта до Киш-Алексеева. Движение для автомобилей на Хатын-Урякском шоссе перекрыли частично. Проехать можно по одной полосе. Пошли навстречу местным предпринимателям. В этом районе десятки частных компаний. Полностью закроют участок, когда рабочие начнут укладывать асфальт. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Поддержка местных инициатив. В столице Южной Якутии в ближайшее время начнут работы в рамках проекта Министерства финансов. Нерюнгри впервые принял участие в данной программе, но ему предоставили право реализовать не один, а 3 проекта. Подробности в материале Игоря Акимова. Принципиальное отличие программы поддержки местных инициатив от программы формирования современной городской среды заключается в том, что решение о благоустройстве своих дворов, объектов физической культуры и массового спорта, а также мест массового отдыха горожан принимается самим населением. А также есть обязательное условие софинансирования проектов самими горожанами. Напомним, что на каждый проект из бюджета республики выделяется до 1,5 миллиона рублей. Мы, как муниципальное образование, призываем наших инициативных жильцов, наши ТСЖ и управляющие компании готовиться уже на будущий год. Будет в конце года объявлен конкурс на участие, опять же, на получение субсидий из госбюджета. Большинством голосов жителями многоквартирных домов в Нерюнгри принято решение об участии в следующих проектах. Устройство игровой площадки на дворовой территории многоквартирных домов номер 41 и 43 по улице Южно-Якутская. Устройство спортивной площадки на дворовой территории многоквартирного дома номер 16/1 по проспекту Дружбы народов. И благоустройство дворовой территории многоквартирных домов номер 8/1, 8/2 и 10 по улице Амосова. Благодаря вот таким мероприятиям, которые проводит городская администрация, мы имеем возможность украсить свои дворы, обустроить детские площадки, построить спортивную площадку. Теперь остается только ждать изготовления и поставки в город. И будем надеяться, что мероприятие очень большое, объем работы большой, поэтому где-то к концу августа получится завершить эти работы.
Уже состоялись аукционы, определившие победителей, которые будут выполнять работы. Общая стоимость работ более 5,5 миллионов рублей. Средства должны быть освоены до 1 ноября текущего года. Отметим также, что в ведомственное министерство было подано более 500 заявок от различных поселений республики. Игорь Акимов, Аксинья Луценко, Иван Николаев, Нерюнгри. Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В ближайшие сутки в Ленском и Мирнинском районах ожидаются плановое отключение электроэнергии. Нашествие медведей в Нерюнгри, диких животных, которые вышли в город, принято решение уничтожать. В Якутск прибыл легендарный Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион, проводит мастер-классы для школьников. В эфире телеканал «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. Самолет Ан-2 авиакомпании «Алроса» совершил вынужденную посадку в районе Мунского месторождения в западной части Якутии. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе компании «Алроса». В полете оборудование зафиксировало рост температуры масла двигателя. Командир воздушного судна принял решение произвести посадку на косу реки Муна. Посадка прошла благополучно, говорится в сообщении. Воздушное судно не повреждено, экипаж и бортоператор аэромагнитной съемки оборудования не пострадали. Отмечается, что воздушное судно авиакомпании выполняла полеты для проведения аэромагнитной съемки в районе Верхнемунского месторождения в Якутии. В Якутске обсудили законопроект о повышении пенсионного возраста. Дискуссия прошла на ежегодном совещании отделения пенсионного фонда. Правительство России уже внесло данный законопроект в Государственную Думу России. 19 июля состоится рассмотрение в первом чтении. Ранее проект закона направили в субъекты страны. Все они, в том числе и Якутия, должны выразить свое отношение к этому закону и имеют возможность внести свои предложения. Законопроект предусматривает постепенное, плавное, ежегодное повышение возраста выхода на пенсию для женщин-якутянок до 58 лет, для мужчин до 60. Льготы, которые мы имели как за работу и за проживание в районах Крайнего Севера, они сохранены. Мы также на 5 лет раньше будем выходить на пенсию. Кроме того, есть много категорий, для которых вообще сохранен действующий возраст выхода на пенсию. Накануне Центральная избирательная комиссия Якутии приняла документы от 7 кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах главы региона. Напомним, досрочные выборы главы Якутии и мэра Якутска, а также выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Ранее избирательная комиссия приняла документы от кандидатов на пост главы региона, выдвинутых партиями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Родина, Справедливая Россия, партия социальных реформ, прибыль от народных ресурсов народа и партии «Гражданская платформа». Рабочая группа, которую я возглавляю, начнет проверять документы, которые представлены всеми кандидатами. Если будут обнаружены соответствующие недостатки, в рамках того закона, который имеется, кандидаты будут проинформированы. Мы продолжаем следить за спасательной операцией в Таиланде, где почти 2 недели назад 12 юных футболистов и их тренер оказались отрезаны от внешнего мира в затопленной пещере. Напомню, всех заложников стихии нашли спустя 10 дней. Обнаруженных подростков уже осмотрели специалисты. Дети не получили серьезных травм, но они сильно истощены. Сейчас с ними остаются 7 членов спасательной команды, в том числе врач и психолог. Продолжит Артем Сторонов. 12 членов детской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера, которых после 10-дневных поисков обнаружили живыми в затопленной пещере на севере Таиланда, осмотрели врачи. На этих кадрах они смазывают закутавшимся в одеяло подросткам порезы на ногах йодом. По словам медиков, состояние всех детей удовлетворительное, хотя они и несколько истощены. На видео подростки улыбаются, называют свое имя и говорят, что чувствуют себя хорошо. Эти кадры потом показали на поверхности родителям пропавших школьников. Некоторые из них уже не верили, что снова увидят своих детей. Я так рада, что они живы и находятся в безопасности. У меня нет слов. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в поисках. Спасибо вам. В настоящее время спасатели все еще не решили, как поднять детей на поверхность. Футбольную команду и тренера обнаружили военные дайверы в 4 километрах от входа в пещеру. Чтобы выбраться оттуда, нужно плыть по узким коридорам под водой.
Власти говорят, что хотят быть на 100% уверены, что смогут эвакуировать подростков без вреда для их здоровья. Пока что с футболистами все время остаются 7 членов спасательной группы, в том числе врач и психолог. Накануне в прессе появились сообщения, что на эвакуацию подростков могут уйти месяцы, но тайские официальные лица отмели эти предположения. Мирнинцы получат денежный грант за благоустройство города. Накануне специальная комиссия вышла на объезд конкурсных проектов по благоустройству города «Мой дом, мой двор, мой подъезд». Уже сегодня комиссия подвела итоги конкурса. Подробности нашего СОБКОРа в Мирном Марианны Кутуковой. Спортивный комплекс «Кимберлит». Рабочую комиссию встречает директор. По его словам, на территории комплекса проделана огромная работа. Посажены сотни цветов и кустов. Сделано все для удобства горожан и посетителей Кимберлита. И, конечно, наша самая гордость – это вот цветы, которые вокруг всего комплекса, которые, ну, на самом деле, наша гордость, скажем так. Подготовились и к чемпионату мира, вы видели, наверное, там клумба, которая посвящена нашему событию, которое в стране проходит. Ну и, в общем, много-много всего хорошего. Стараемся следить за комплексом, чтобы это доставляло радость и жителям города, и спортсменам, которые приходят на объект. Привести в порядок свой участок и дать волю фантазии. В ежегодном конкурсе «Мой дом, мой двор, мой подъезд» принимают участие все желающие. Предприятия, предприниматели, жители многоквартирных домов и дачники. Надежда Абушахмина готовилась к конкурсу почти полгода. Редкие цветы сардана и еще десятки видов она посадила в феврале. Сегодня на участке райский сад среди ветхих домов. Участвую я второй раз. Мне это нравится. Я люблю цветы. Люблю красоту. Дома стоят под ветхие дома. И все реагируют, говорят: вы что, вас будут скоро переселять, а вы строите. А нам хочется, чтобы было красиво. В этом году комиссия посетила 14 конкурсных проектов. Выбор предстоит нелегкий, ведь каждый вложил частичку души. Не хочется никого обидеть. Все-таки мы все прекрасно понимаем, что это такое состояние у человека, когда он всей душой открывается, то есть он делает это все искренне. Поэтому в данном случае тяжело, конечно, и мы, когда рассматриваем варианты, у кого-то очень, допустим, прям так ярко много, у кого-то меньше, ну, как всегда бывает, но обидеть никого неохота, и поэтому мы каждый раз, каждого участника мы каким-то образом все-таки поощряем. По итогам объезда выбор сделан. Победителей определили по 6 номинациям. Все они получат памятные вывески и денежный грант. Награждение состоится в дни празднования города и алмазодобывающей промышленности. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. 5 июля в промышленных районах республики предстоит временное ограничение электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования. А именно в городе Ленске с 14:30 до 18 часов и в поселке Айхал Мирнинского района с 23 до 7 часов утра. Полудрагоценные и поделочные камни, напоминающие с виду обычные булыжники, в умелых руках складываются в красивые композиции. На создание любого произведения даже у опытного мастера уходят месяцы и даже годы. О творчестве художника из Ленска расскажет Светлана Балеева. Рабочее место каменного живописца больше напоминает токарную мастерскую. В небольшой комнате повсюду лежат камни разных размеров и видов, от больших речных валунов и мраморных плит до маленьких агатов. Тут же стоят столы для работы и станки для распила и шлифовки камней. Взяв в руки подходящий по цветовой гамме камень, мастер измельчает его на разных размеров пазлы. Из них потом автор будет собирать картины. Нужно для определенного сюжета, для определенной картины подобрать материал, помыть, посмотреть, что это за камень, потом раздробить его соответственно. После того, как он размельчается, он может радикально изменить цвет. Полудрагоценный поделочный камень, часто напоминающий обычный булыжник, в умелых руках Алексея приобретает достойный вид и даже превращается в реку, небо и цветы. Когда все части мозаики встают на свое место, появляется живописное полотно. На первый взгляд не сразу поймешь, что рисунок сделан из камня. Заканчиваем наносить клей, а сверху уже насыпем камень.
В процессе потом все это дело дадим высохнуть. Для одной картины нужно аккуратно собрать и склеить сотни пластинок из камней различных размеров. Чем их больше, тем изящнее и правдоподобнее выглядит рисунок, рассказывает Алексей. Самый распространенный камень, который использует мастер в своих работах – чароид. Этот камень является неотъемлемым для каждой картины Алексея. Кстати, сюжеты для будущих произведений мастер черпает из якутской природы. Приходит сначала идея какая-то в голове, где-то что-то увидишь, достопримечательные места на фотографии, и потом уже в таком высыпанном стиле и получается картина. Ну, все просто. Несмотря что это увлечение появилось у автора не так давно, оно уже полностью поглотило Алексея. Он прошел непростой путь от изготовления небольших каменных сувениров до удивительно красивых картин из камня. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Мирный привезли 45 тысяч цыплят. Их доставили авиарейсом из Новосибирска для птицефабрики совхоза «Новой» компании «Алроса». Ввоз цыплят предварительно был согласован с Департаментом ветеринарии республики. Уже в Мирном с помощью транспортера цыплят в специальных ящиках перегрузили в автотранспорт для перевозки к месту назначения в поселок Орелах. Ранее для цыплят в птицефабрике совхоза «Новый» уже был подготовлен цех для выращивания. Проведена его полная реконструкция, установлено новое оборудование для современного птицеводства. Проведена дезинфекция и контроль качества дезинфекции, контроль микроклимата, сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии республики. В Нерюнгри нашествие медведей. Хищники уже несколько дней тревожат коллектив и пациентов центральной больницы. Население волнуется, местные экологи думают, что с этим делать. В ситуации разбиралась Тамара Игнатьева. Сезон общения с медведями этим летом начался на территории Сот-Детка, которая находится в 19 километрах от города. Дачники заметили, как к ним стали наведываться два медвежонка. Узнав о лесных гостях, известный фотограф Юрий Коковин решил подкараулить их с фоторужьем, ну и на всякий случай с газовым баллончиком в кармане. Ведь Юрий Николаевич за гуманное отношение к животным. Я против того, что если животное приблизилось в городскую черту, я против того, чтобы его убивали всегда. Нужно не убивать его, нужно изолировать. С зимы приготовить оружие паралитическое, которое не убивает, а обездвиживает животного. Другой момент – приготовить какие-то клетки, потому что мы же в таежном краю живем, а таежный край сам по себе подразумевает, что будут животные приходить. 2 июля один медведь вышел на территорию больничного комплекса ЦРБ. Последний раз медведи наведывались сюда 2 года назад. Администрация больницы обратилась в Комитет охраны природы. Ждут их решения. Побывал везде, по всей территории, обследовал все мусорные баки, перевернул. Начал с роддома, как я понял. Потом, перешел на инфекционное отделение, там тоже мусорные баки. Вот. И потом его увидели около гаражей. Сегодня же в район больничного комплекса приходили уже 3 медведя. Медики обеспокоены, ведь дикие животные представляют опасность для них самих, пациентов и их родственников. Видимо, тех же хищников не раз видели и в районе лыжной базы. В этом районе, где любят гулять молодежь, вот обычно вот здесь вот то, что, мусора много, запах, наверное, от еды и от всего. В последний раз массовое нашествие хозяев тайги в границе населенных пунктов было зафиксировано в 2014 году. Тогда охотоведы застрелили в Нерюнгринском районе 13 медведей. В этом году ситуация может повториться. На сегодняшнее число у нас зарегистрировано 8 случаев от организации населения о выходе бурыми медведей. Отрегулировано мероприятиями 2 особи. Ведутся также работы, у нас бригады выезжают по любому звонку. Смотрят, сперва у нас действия отпугивания животных, если они повторно возвращаются или создается прямая угроза жизни и здоровью населения, тогда мы предпринимаем действия отрегулировать их число. Как говорят специалисты Комитета охраны природы, в связи с промышленным освоением в Нерюнгринском районе сокращается среда их обитания. А также медведи спасаются от лесных пожаров, бушующих в Амурской области и Забайкальском крае. В Южной Якутии погода влажная и прохладная, лесных пожаров здесь сейчас нет, и это дает шанс медведям прокормиться и спастись. Но только до тех пор, пока они достаточно осторожны и не вступают в открытый конфликт с человеком. Всегда рекомендуем носить с собой перцовые газовые баллончики. Также, если вы находитесь на отдыхе, то постарайтесь кушать в одном месте, а лагерь основной разбивать в другом месте, потому что медведь очень чувствует пищу. И если вы встретили медведя или медвежонка, вот, особенно по дорогам, то не прикармливайте его, потому что вы как раз и
Провоцируйте его на выход к людям. Есть надежда, что в ближайшее время медведей близ населенных пунктов Нерюнгринского района станет меньше. Они начнут уходить дальше в лес. Гон у хищников заканчивается. В лесу созрело немало корма для бурых хищников. Благодаря дождям в этом году много белых грибов, начался сезон маслят. Поэтому корма медведям в тайге хватит, и выходить к людям копаться в мусорках и хозяйничать на дачах им станет совсем не обязательно. Тамара Игнатьева, Юрий Коковин, Лилия Гудина, Нерюнгри. Сегодня в Якутск прибыли первые участники международных интеллектуальных игр. Сегодня ночью прилетели делегации из Гонконга и Филиппин. Как долетели и каковы первые впечатления республики у ребят? В репортаже Кристины Якуповой. Сегодня в Якутск приземлился самолет с одними из первых участников международных интеллектуальных игр. Это ребята из Словении, Сингапура, Мексики и России, город Москва. Гостей встречали по всем народным традициям. Часы долгого перелета и, наконец, на месте. Несмотря на усталость, ребята в предвкушении открытия международных интеллектуальных игр. От предстоящих игр мы ждем, во-первых, интересного, богатого общения с разными интересными людьми. Потом мы ждем интересных исследовательских проектов. Хорошая возможность показать себе, с другой стороны, заразиться вот идеей, что учиться это интересно, учиться это полезно. Новые открытия, новые знакомства. Ребят ждет незабываемая неделя. Их ждет международная исследовательская школа. Для меня самое важное – это понять и узнать много народа, которые приехали сюда из разных стран. Особенно мне важна культура и разнообразие вот всех этих участников, которые приедут сюда, особенно вот тех ребят, с которыми я вместе прилетел. Думаем, что школа является удивительным новым сообществом исследователей, где дети начинают раскрывать свои таланты и находить путь, дорогу в новую жизнь, особенно становиться учеными и прочее. Для этого мы и создаем данные игры. После прилета участники отправились в село Чапаево Хангаласского улуса, где находится международная исследовательская школа. Ее работа начнется с сегодняшнего дня. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Шестикратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Виктор Ан сегодня в Якутске юным спортсменам показал основные базовые упражнения. Завтра чемпион проведет второй мастер-класс. Также делегация конькобежцев встретилась с министром спорта, где были обсуждены вопросы дальнейшего развития шорт-трека в нашей республике. Дорогие друзья, еще более бурными аплодисментами поприветствуем наших гостей. Получить советы от легендарного чемпиона – мечта любого начинающего спортсмена. Сегодня шестикратный олимпийский чемпион, мастер шорт-трека Виктор Ан показал базовые упражнения по координации на ленте и в статике. Мастер-класс полезный, понадобится в будущем. Мы будем улучшать наши результаты, исправлять какие-то ошибки. На лесенке были новые упражнения, а вот толчки это мы уже делали. Представление сильно не изменилось. Все так, как я представлял. Базовой тренировке отводится 30-40 минут до старта. Главное – техника. Если следовать всем требованиям, то со временем появится и скорость. Завтра Виктор Ан также поработает с детьми. В зависимости от возраста, антропометрии, у каждого индивидуальный подход. Сегодня делегация в составе президента Федерации конькобежного спорта Алексея Кравцова встретилась с министром спорта Якутии. Обсуждали развитие шорт-трека и строительство специального катка в республике. Явно необходим еще как минимум один в Якутске. Вот. В общем, это не такое дорогое сооружение. Я думаю, что если удастся совместно, может быть, включить эту федеральную программу, с условием финансирования, то это реально построить. Насчет будущих планов Виктор Ан еще не определился. Но своими выступлениями на соревнованиях он еще порадует болельщиков. Завтра пребывание чемпиона в Якутске продолжится. Юргена Егорова, Илья Среметников, Якутск. Далее эфир телеканала «Якутия-24» продолжит интервью с временно исполняющим обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсыном Николаевым. А я с вами прощаюсь. Удачи вам.